Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Фестиваль «Марийское наследие». Год назад мы писали от Казанского Марийского общества грант на этномарафон, который называется «Марийское наследие». Этот этномарафон проходил в течение 8 месяцев, и использовались средства республиканского конкурса гранта. Вот эти финансы, соответственно, пошли на проведение этих мероприятий. Приобрелись костюмы, другие тоже, там мероприятия проводились. И в течение 8 месяцев мы проводили большой этномарафон и разные мероприятия, там по вышивке, там различные конкурсы проводили и так далее. И сегодня вот у нас такой проходит большой фестиваль «Марийское наследие», где уже постановочные номера, танцевальные, песенные, приезжают гости, приезжают коллективы из Республики Татарстан, приехали гости из Марий Эл, приехали значимые тоже лица. И вот так вот, в общем-то, проходит интересный мероприятия с участием различных, кстати, возрастов, то есть и детские коллективы у нас сегодня присутствуют, и молодежные коллективы, и старшие. То есть вот изначально у нас была задумка как раз-таки, всего вот этого мероприятия, этого марафона, этого вовлечения молодежи и детей, чтобы можно было что-то передать и максимально вовлечь, так скажем, и молодежь, и детей. И у нас, в принципе, это получилось, и много детей тоже, участвуют, и молодежь сейчас участвует в этом мероприятии и через конкурсы, и через выступления, вот так вот потихонечку вовлекаются. Фестиваль у нас длился в течение 8 месяцев, и можно сказать, что эти 8 месяцев позволили еще больше сблизиться самому марийскому народу.
особенно в Казани, потому что большинство мероприятий у нас в Казани тоже проводилось, и что самое интересное, в него были включены как и дети, так и взрослые. Разные мероприятия проводились, их просто много, всех не перечесть, и действительно познакомились еще большими людьми, потому что город большой, марийцев много, и те мероприятия, которые проводились, они еще больше позволили сплочиться, узнать друг друга, больше знакомств, еще больше встреч, даже с семьями дружат, и еще больше узнали другие народы о марийцах, потому что еще больше было освещения. Сформированы коллективы, сформированы различные, вот я говорю, вот эти вот конкурсы. Там сейчас проходит у нас конкурс рисунков детских, со всех рисунков собрано более 60 рисунков, да. Со всей республики? Со всей республики, да, с разных районов, из города Казани. Присылают рисунки на конкурсы, очень интересные, очень красивые, где изображают свою семью или с элементами самобытности, марийской вышивки, орнамента, марийского бытового предметов вот этих вот, да, очень интересно, и все это, конечно, до глубины души очень трогает. Вот эти 60 рисунков невозможно, конечно, ну, это конкурс, да, итоги вот как бы подводятся по этому конкурсу, но стараемся как бы каждого ребенка, естественно, отблагодарить. Вот. Также у нас проходит конкурс «Этноблогер», в рамках проекта, то есть те, кто пишут в соцсетях посты на марийском языке, кто поддерживает культуру, ее освещает в социальных сетях, тот тоже участвует в конкурсе и тоже получает хорошие поощрительные призы в рамках проведения гранта. А так, в принципе, вот с помощью вот таких вот конкурсов, да, с помощью проведения молодежных мероприятий, не только в рамках выступлений, песен, танцев, а вот именно просто отдельных мероприятий, как, например, мы проводили вот мастер-класс по вышивке, так приходят женщины, молодежь тоже, да, и тихо-тихо, вот так вот мы потихонечку вовлекается народ, узнает больше о культуре, дети вот как раз-таки рисуют какие-то мелкие, да, рисунки и узорчики, они уже с детства погружаются в тематику вот этой марийской культуры и в себя ее впитывают, знакомятся, и, конечно, это уже входит в их сознание, и уже ответственности, когда во взрослом состоянии, конечно, у них будет другое отношение. Ачаден авам, коваден кочам, йолташ шамычем, дастай пошкудем, мы юратем марла кутырмашем, уремышты коштен, марла мутланен, кунам каждый айдеме марла вашашта, огеш вожел, тиде коеш, кызыт пыта, мы юратем марла куштымашем, кунам марикалык тавалта, муралта, тыгодым кумыл кюза, чонат куана, шоненаган мы пешкертена. Я очень рад приветствовать этот фестиваль, потому что родные, с детства знакомые, мелодии звучат, и так далее. Что касается Анатолия Борисовича Лупова, это один из основоположников, марийской профессиональной программной музыки. В общем-то, балетная школа, все на нем держалось, и первый балет был написан именно им. У него и «Лесная легенда» — это на народных мотивах. Есть прерванная песня о героическом подвиге Ольги Тихомировой, она повторила подвиг Зои Космодемьянской. У него есть и другие ряд балетов, и очень много симфонических произведений. Ведь симфоническая музыка вообще-то для слуха, для непросвещенного слушателя, она сложновата. А слушаешь музыку Анатолия Борисовича, там напевы родные, слышны мотивы народные. Он же родился там в Советском районе, у нас в республике, поэтому естественно, проникся, наверное, всем этим. Много у вас произведений основанных на фольклоре, да, на марийском. Есть какие-то новые идеи? Да. Во-первых, самое главное сочинение – это первый марийский балет «Лесная легенда». Я сейчас с собой взял диск и подарил обществу марийскому здесь. И потом очень много сочинений, таких как «Марш Акпарса», популярных сочинений в республике.
концерты, симфоническая музыка, музыка к спектаклям. Ну, за мою жизнь, мне скоро 90, поэтому я очень много удалось написать. И я просто счастлив, что мне так удалось сделать. Гусли – это традиционный инструмент нашего народа, поэтому здесь произведения, они играют старинные, классические, те мелодии, которые у нас на сегодняшний день сохранились в Республике Марий-Эл. И воспринимаются эти произведения народом Мари положительно. То, что на сегодняшний день мы гусли сохранили, это хорошо, и востребованность большая. На этом съезде я скорее зритель, но я с удовольствием пришел вот на этот праздничный концерт, поскольку вырос в Марийской республике среди марийской музыки, сам занимался марийской, у меня и некоторые исследования посвящены марийской музыке. И, кстати, я учился у внучки Ивана Степановича Палантая, это основоположник марийской музыки, и поэтому для меня все это очень близко и дорого.
Я вообще этим творчеством занимаюсь с детства. Первый мой свитер я связала вообще в 5 классе. И вот так потихоньку начала заниматься этнодизайном, наверное, уже прям конкретно лет 5 тому назад. Начала участвовать в различных конкурсах, были показы на различных мероприятиях, и вот начала уже заниматься этнодизайном. Что было первым вашей работой? Я начала вязать свитера и кардиганы с марийскими элементами, с марийскими узорами, а потом уже на джинсовой одежде начала вышивать нашу марийскую вышивку, и уже, как сказать, и уже дальше пошло и украшения начала делать, изготавливать и вышивать. Идеи черпаю, наверное, с нашей марийской вышивки. Она очень много, как сказать, многообразна, очень богата традициями, очень богата, и черпаю оттуда. Свою вышивку, вот, например, беру, это ручная вышивка, использую только полностью ручной труд. Вяжу на спицах, в крючком, и уже ее тоже вышиваю только вручную. Одевают очень многие марийскую традиционную одежду, но мне хотелось преподнести, чтобы одевали более, как сказать, повседневной одежде. Потому что свою марийскую одежду мы одеваем на концерты, на фестивалях, а мы хотелось, чтобы могли одевать молодежи, показать и вообще всему населению, что можно одевать повседневную одежду. Кардиган сейчас как любят оверсайзе, но с марийским узором. Это полностью вывязывается крючком и спицами, но он такой оверсайз. Убрать, например, это украшение, головной убор, и можно одевать уже... Можно пойти на работу, можно одеть в школу, в институт, и вообще можно пойти гулять. На свидание можно пойти в нем. Вот это платье вязаное. Оно тоже имеет элементы марийской вышивки. А так это можно уже, как сказать, одевать уже более повседневно. Это комбинезон убрать тоже, если убрать украшения и головной убор. Вышивка ручная, наша марийская. Можно уже выйти тоже так же гулять, в кафе пойти или куда-нибудь на какое-нибудь мероприятие. Вот этот символ кетча называется у нас, это солнце. Вот они вот эти. Они вообще у меня везде присутствуют. Вот здесь на моей вышивке тоже элемент вот солнца. И вот здесь. Конечно, им разные, по-разному преподношу вот этот сам же узор. Видоизменяю, можно сказать, но его, да, везде. Его символ в чем? Знак благополучия, удачи, вообще без солнца, наверное, вообще ничего не было бы. Наши марийские украшения, они всегда использовались монеты, ракушки каури и красный цвет. Монеты, чем больше блестят и звенят, больше отпугивают злой дух и привлекают удачу. Ракушки каури, они... как от злого духа и от злого сглаза. Вот даже если убрать тоже, так же повторяюсь, головной убор, можно одевать кардиган. Вот этот знак, вот это тоже солнце, у меня везде он повторяется. Вот он. Просто получается одно такое полотно. Если убрать этот костюм и одеть обычное платье, одеть украшения, уже будет как сказать, можно тоже интересно обыграть и показать, что из какой национальности ты являешься. Красный цвет у нас, вот это именно эта коллекция, красный цвет присутствует, он, как сказать, такой жизнерадостный, жизнеутверждающий, можно сказать. И девушка или женщина одевает, когда красный цвет, она преображается, уже чувствует такой, как сказать, силу, красоту свою. Да, я сейчас недавно участвовала в конкурсе, евразийский конкурс был в Москве, и я туда вошла. 50 регионов были из России, 7 стран там участвовали, и я вошла в 10 лучших дизайнеров Евразии. Вплоть до Китая там участвовали.
что я часть своего народа, я тоже марийка, я сама родом с деревни, и в большом городе этого не хватает. Не хватает разговора на родном языке, не хватает танцев, ну, дома же не потанцуешь, а тут, когда придешь, это возможность снова окунуться в том, что ты вырос, свой родной язык, даже элементарно поговорить с кем-то на родном языке, потанцевать свою любимую восьмерочку, услышать свои родные песни, и, ну и со своими соотечественниками повидаться и просто насладиться тем, что действительно марийка. Большой в целом вот этот вот фестиваль сегодня, да, «Марийское наследие», это как раз-таки объединение всех поколений, и старших, и среднего, и детского поколения, да, когда все мы объединяемся, и культура вот так вот сохраняется из поколения в поколение, и эта молодежь, и эти дети, которые сегодня видят, они тоже так же вырастут, да, и в свое время они тоже так же будут проводить отдельные свои мероприятия, и также сохранять вот эту культуру. Крае,